Состояние благополучия и стабильности, возможность продуктивно работать, умение противостоять стрессам, стремление к самореализации и личностному росту – все эти признаки являются составляющими психического здоровья. О нем следует заботиться постоянно. Истощение же внутренних ресурсов происходит по различным причинам. В числе ведущих – частые стрессы либо длительная психотравмирующая ситуация на работе. Согласно исследованиям, порядка половины работающих россиян сталкиваются с профессиональным выгоранием. Его основными симптомами являются непроходящая усталость, утрата интереса к делу и сложности при выполнении задач, которые еще совсем недавно казались вполне обычными. Как сохранить работоспособность и положительный настрой? Педагогам Алданского района рассказали специалисты Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Провели лекцию, отработали определенные техники, рассказали, как снимать напряжение в стрессовых ситуациях. Да. А также провели индивидуальную консультацию по запросу самих уже учителей, педагогов, да, и сотрудников больницы, кто захотел. В Алданском районе республиканские специалисты работали 4 дня. В полипрофессиональную бригаду вошли психиатр, психотерапевт и клинический психолог. Наряду с семинарами учебно-практической направленности для сотрудников сферы образования гости оказали методическую и консультативную помощь местным коллегам. Практика это, конечно, продолжится. Это была первая только ласточка такая ознакомительная. А в дальнейшем это, конечно, уже на постоянной основе такие бригады. Потому что мы оказываем не только проверяем службу, но и оказываем вот эту психиатрическую, психологическую помощь населению Алдана. Отдельное направление в выездной работе бригады составили индивидуальные беседы со взрослыми и с детьми, а также с участниками спецоперации и их близкими. Запись на прием к республиканским врачам организовали сотрудники Алданского психоневрологического диспансера. На данный момент в Алданском районе нет своего специалиста-психотерапевта, а помощь нашим пациентам такого характера очень востребована, нужна. И поэтому мы своих пациентов записали на прием к якутским специалистам. Ожидаем, что будет положительная динамика. На встречах с педагогами были рассмотрены различные актуальные темы, одна из которых касалась депрессивных расстройств у детей и подростков. В последние годы наметилась тенденция к росту соответствующих случаев. Тревожность и подавленность, снижение у ребенка настроения, поведенческие изменения и ослабление когнитивных функций – подобные признаки нельзя оставлять без внимания. Самый молодой у меня был 9 лет ребенку. Уже родители обратились, то, что у ребенка нет настроения, он перестал кушать, перестал спать. И в ходе полного обследования все-таки пришли к тому, что у него есть депрессия. Особое внимание члены полипрофессиональной бригады уделили ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В Центре содействия семейному воспитанию гости вместе с педагогами разобрали конкретные ситуации и выработали некоторые решения имеющих место проблем. Педагоги задали такие важные вопросы, и мы постараемся им помочь, потому что здесь очень сложные дети, мы понимаем это, да? По завершении встречи с педагогами врачи провели индивидуальные занятия с воспитанниками центра. Дети поступают к нам с большой сложной жизненной ситуацией, с большим жизненным багажом и не очень положительным. Поэтому возникает много вопросов в работе с такими детьми. Да? И, конечно, поддержка и понимание со стороны медицинских работников нам очень важна и нужна. Какие действия школьника могут свидетельствовать о том, что он находится в отчаянии? На что может толкнуть ребенка ощущение безысходности? И реально ли предотвратить беду? Профилактику деструктивного поведения у несовершеннолетних алданские наркологи и психиатры ведут на постоянной основе. На состоявшемся в конце учебного года семинаре сотрудники диспансера рассказали педагогам района об основных видах аутоагрессии и маркерах суицидального поведения. Внимание слушателей было акцентировано на предвестниках приближающейся катастрофы. Это может быть изменение поведения привычного подростка, да, изменение настроения, то есть ограничение в общении, ухудшение успеваемости в школе.
избегание общения, пропуски школы в том числе. Можно даже заметить какие-то видимые уже признаки аутоагрессии, в том числе порезы на руках, например. Основой аутоагрессии, как правило, становится та или иная ситуация неблагополучия. Испытываемые подростком переживания порождают суицидальные мысли, которые в перспективе могут перейти в намерение. Причин, по которым школьник начинает задумываться о радикальном решении, множество. Очень много факторов суицидального риска существует на самом деле. То есть это и семья, и общество, социум, неразделенная любовь, и врожденные факторы есть, и личностные особенности подростков, буллинг, в частности, в школе, повышенная тревожность. То есть очень много факторов, которые могут спровоцировать суицидальное поведение. Одной из распространенных причин деструктивного поведения школьников является травля. Издевательства могут быть не только физическими, либо психологическими. Агрессия, как и иные угрозы, нередко встречается в цифровом пространстве. Далеко не безобидными бывают и многие, пользующиеся у молодежи популярностью, виртуальные забавы. Интернет играет немаловажную роль, потому что очень много информации сейчас направляется для подростков. Не живи, не существуй, ты плохой. На семинаре слушатели узнали о самоповреждающем поведении, известном как self-harm. Стремлением нанести себе боль физическую, без намерений свести счеты с жизнью, подростки в большинстве случаев стремятся заглушить страдания психологические. Психотравмирующие ситуации, пережитые в детстве, способны привести к суициду в более взрослом возрасте. Специалисты диспансера дали педагогам рекомендации, какой тактики придерживаться в работе с подростками из группы риска, а также рассказали о комплексе мер, предусмотренных для кризисных случаев. Такие встречи у нас сейчас будут проходить регулярно. Мы составили межведомственный план взаимодействия с Алданским психоневрологическим диспансером. Очень тесно работаем, привлекаем не только вот сейчас педагогическую общественность, будут привлекаться и родители, и сами подростки, конечно. Бесспорно, в некоторых ситуациях взрослым следует действовать без промедления. В то же время массой самой разнообразной информации, которая позволит сохранить благополучие, должны владеть сами ребята. Принять осознанное решение человек способен только тогда, когда он объективно представляет масштаб опасности. На здоровье, как физическое, так и психическое, крайне негативно действуют психоактивные вещества. Это в первую очередь наркотики. Зависимость формируется быстро и незаметно, и выбраться из разрушительной стихии очень сложно. Профилактика наркомании среди молодежи ведется комплексно. Алданский психоневрологический диспансер на регулярной основе проводит лекции, круглые столы, беседы, а также проводит вообще индивидуальные встречи с подростками. Почему человек решается испробовать эффект наркотика на себе? Каковы признаки того, что ваш знакомый находится под воздействием стимулятора? И что означает стать рабом зависимости? На встречах со школьниками и студентами специалисты Алданского психоневрологического диспансера обсуждают различные вопросы, касающиеся пагубного потребления наркотических средств. В настоящее время картина по наркотикам кардинально изменилась. Сейчас появились синтетические наркотики, снюс, также вейпы появились, поэтому клиника совсем помолодела, получается, по наркотическим веществам. На одной из встреч, прошедших в школе номер 9, специалисты психоневрологического диспансера раскрыли аспект наслаждения, испытываемого человеком при употреблении того или иного наркотического вещества. Любое средство воздействует в первую очередь на головной мозг. Его клетки отмирают. Чем активнее стимулируется нервная система, тем стремительнее идет ее угнетение. Встречи вот такие очень полезные, потому что они имеют практическую значимость. Дети могут в прямой беседе задать интересующие их вопросы. Врачи-наркологи подчеркивают, для появления возможности впервые попробовать тот или иной препарат не требуются какие-либо исключительные условия.
Одну штуку вам может предложить как обаятельный незнакомец с располагающей улыбкой, так и товарищ-ровесник, которого вы знаете давно. Причем второй вариант, как показывает жизнь, наиболее вероятен. Мы приглашаем специалистов, наркологов, работа с детьми ведется. У нас же вечернее отделение к нам относится, они тестирование проходят регулярно. В беседах с детьми и подростками специалисты также затрагивают вопросы курения и чрезмерного потребления алкоголя. Иногда спиртное и сигареты называют легализованными наркотиками. Формирование зависимости всегда начинается с первого шага, кажущегося незначительным и безобидным. Хочется до детей донести как можно больше информации по профилактике наркологической патологии. И хочется проводить не только в форме лекций и бесед, но хочется более в интересной форме проводить. И сейчас мы уходим на тренинги, на квизовые игры, то есть интеллектуальные игры. Ученикам 9-й школы клинический психолог диспансера Алена Зубахина предложила одну из таких игр. Мальчишкам и девчонкам следовало продолжить фразу «Я не стану употреблять наркотики, потому что…». К слову, аргументов в пользу отказа от пагубных пристрастий у представителей молодого поколения нашлось немало. Дети очень активно участвуют, им очень интересно. Они получают так больше информации, нежели кто-то им будет это просто рассказывать. По завершении беседы слушатели смогли задать гостям вопросы. Сотрудники Алданского психоневрологического диспансера подчеркнули, легких и безобидных стимуляторов не бывает. Любые наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы, органы и ткани. Эти лекции нам позволяют увидеть проблему наркологической ситуации не только глазами как нарколога, а можно как глазами подростков, детей. В общем благополучии психическое здоровье имеет ключевое значение. Эмоциональная стабильность зависит от множества факторов. Это как внешние условия и складывающиеся по объективным причинам обстоятельства, так и образ жизни. Каких привычек и правил придерживаться, каждый человек выбирает сам.